Выставка именно нашей Елены Ивановны там была, и она получила очень большой успех. Все руководство Государственной Думы его посетило, большинство депутатов тоже посмотрели, и они просто восхищались картинами, которые были значит, у Елены Ивановны. Значит, и я, наверное, сначала, чтобы руки освободить, выполню приятную миссию, да, Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» и депутат Государственной Думы, он поручил мне вручить благодарственное письмо вот Гоголевой Елене Ивановне, главному художнику Саха Академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского, Республика Саха-Якутия, за большой вклад в российскую культуру и участие в выставке живописи и графика «Облако над нашим домом» в Государственном Думе Федерального собрания Российской Федерации, посвященной году театра в России. Это первое, что я хотел сказать, вот относительно творчества Елены Ивановны, поскольку мы давно сотрудничаем. И второе, вот несколько моих мыслей относительно Саха-театра и года театра у нас в России. Вот сейчас, можно сказать, весь мир восхищается теми эсэками, которые проводятся в городе Якутске. Так ли, да? Как только эсэк Туймада — это огромное событие, можно сказать, уже общероссийского масштаба. Потому что сюда приезжают именно на этот СССР со всей России, все выдающиеся люди, чтобы посмотреть, как мы, народ Саха, встречаем лето, свой Новый год, и как это все устроено. Но мы с вами, некоторые вот молодые люди, они вообще не знают, что было время, когда эсэхи были запрещены. Это было. А потом начали, вот в 90-х годах это все начало возрождаться. Я хочу похвастаться, да, что одним из первых вот такое ритуальное мероприятие, как эсэх народа Саха, значит, чтобы в таком масштабе, в таком красочном виде организовали, мы первые были, когда это корпорация САПИ, и около вот именно Юскаты мы нашли место, и мы там это дело впервые организовали, потом вторые, потом третий раз. Вот когда третий раз было, значит, туда приезжал президент республики, ну сейчас уже первый президент республики Михаил Ильич Николаев, тогдашний мэр Михальчук и другие лица увидели, как это все делается, да, и я раскрою секрет, вот все костюмы, все это вот мероприятие, оформление под руководством Елены Ивановны было сделано. Да, это было действительно впервые так красочно было сделано. А после этого на следующий год уже начали проводить эсэк Туймады. Когда увидели, вот можно так, но естественно там город каждым годом хорошеет этот праздник. И вот у истоков этого красивого праздника вот стояла Елена Ивановна, ну естественно и я тоже. Поэтому вот тех дней у нас началось сотрудничество. Потом у нас были разного рода культурные проекты. Ну, кто не помнит 90-е годы, это была очень сложные годы. И культуре, можно сказать, было внимание минимальное. И те, кто понимал, что культура — это код народа, его надо сохранять и развивать, и мы это делали. Значит, вот даже проводили разные презентации, книги издавали. Вот у меня был проект «Сокровища Севера», смысл которого главное богатство, главное сокровище нашей Якутии и Севера — это не алмазы, это не нефть и газ, это не золото, это люди. И творческие люди. И мы в те трудные времена поддерживали этих творческих людей, издавали книги, проводили разные мероприятия. И вот мы тоже это все вместе делали. Елена Ивановна, Андрей Савич нам помогал. У нас даже, когда издали «Сон шамана» на 3 языках, целое представление было сделано. Поэтому с творчеством и, значит, вообще творческим потенциалом, силой Елены Ивановны я давно знаком, и мы сотрудничаем. До сих пор вот последнее мероприятие — это вот выставка в Государственной Думе. Хорошо, что у нас, у народа Саха, у Республики Саха есть такие талантливые люди. И да будет так всегда. Поэтому я хочу пожелать Елене Ивановне долгое лето, как говорят по-русски, да, и творческих успехов. Это первое. А давайте поаплодируем. Второе, вот в этом году президентом страны объявлен год театра.
И в связи с этим большим событием, целым годом театра, естественно, подключаются все люди, все интересуются, что такое театр, откуда, куда, почему. И вот сегодня выставка, она называется «Метафизика», да? То есть это тоже некоторая динамика, хотя метафизика предполагает как бы статику, да, но это все равно динамика, как развивался Сахатеатр именно в виде костюмов, в виде сценографии, в виде рисунков. И вот это я тоже посмотрел, хотя я никакой не специалист, можно сказать, дилетант, но вот я всегда восхищаюсь нашим Сахатеатром, потому что он действительно показывает, укрепляет и развивает дух нашего народа. Потому что вот человек это некая конструкция, да, то, что материальная штука, да, материальная конструкция, это понятно, руки, ноги, да, а вот дух, его уловить очень сложно. А улавливают люди такие особо одаренные Всевышним, вот художники, режиссеры, артисты. И вот это действие все, вот, улавливать силу духа, особенности силы духа нашего народа, это вот Сахатеатр. Мы гордимся Сахатеатром. Его знает вся Россия. Его знает, можно сказать, мир. Все профессионалы мира знают, что есть такой театр, и он достойно представляет и свой народ, и свои республики, и Россию, когда надо. Поэтому недавно я встречался с артистами Сахатеатра, да, и, естественно, вот одну вещь, которую пожелание я сказал, да, сегодня Сахатеатр это где сосредоточено в каждом квадратном метре люди, владеющие языком саха, максимальное количество. Нигде такой концентрации нет. У нас только в Сахатеатре это есть. Но этот потенциал надо использовать в современных реалиях. Значит, сфера, да, она охватила все. Ну, говорят, цифровизация, и это будет дальше идти. И вопрос очень четко стоит, как мы с вами выживем, как в этом бурно развивающем мире, как сохранить народ Саха, как сохранить его год. И огромная роль именно артистам театра отведена. Я попросил их, вы откройте, пожалуйста, каждый свой канал в YouTube. Почему? Потому что наши дети информацию получают уже с интернета, с YouTube, ну и других там социальных сетей. И вы там, пожалуйста, по-якутски говорите, вы можете это сделать, артисты. Стихи читать, просто говорить, о жизни рассказывать, книги читать, ну, все что угодно, только что можно там на языке саха. Если у каждого артиста Сахатеатра будет канал, это представляете, сколько каналов? Ну, штук 50, наверное, которые вещают на языке саха. Это будет мощная сила. И он даст мощный толчок развитию языка. А то, если вы этого не сделаете, мы можем потерять. Я не обвиняю, я просто призываю участвовать в этой, можно сказать, жестокой борьбе в информационной среде. И я думаю, что артисты Сахатеатра свою историческую миссию осознают в этой жестокой информационной битве. Не только будут творить в стенах театра, но и будут творить во всех просторах интернета. Так, ну это как бы так. Поэтому еще раз я хочу поздравить всех годом театра, пожелать нашему театру успехов. В этом году, по-моему, они участвуют, да, участвуют в «Золотой маске», да? И чтобы самые высокие оценки получили в этом соревновании, ну и других творческих успехов. И самое главное, чтобы они и дальше укрепляли этот дух, чтобы они развивали, чтобы они распространяли. Спасибо за то, что вы есть.